у тебя стаж вождения сколько лет? Так, сейчас 2021, у меня с 98-го, ну, это 23. А за все это время сколько машин сменила? Так, раз, два, три, четыре, пять. Это пятая. И вот у тебя случались именно такие поломки, которые были связаны в большей части с качеством дороги? Ну, слушай, это же такая вещь, которую тоже ты не можешь прямо в диагностике. Слушай, ты меня, оказывается, закрываешь зеркало обзор. Ты не можешь напрямую связать. Ну, вот так вот, чтобы прям я заехала в какую-то яму, и у меня что-то там произошло экстренное, да, такого не было. Такого не было. Но износ, он, конечно, происходит же не в одночасье, а постепенно. То есть даже, допустим, остеопаты те же самые, они же говорят, что качество дорог, кстати говоря, качество подвески тоже, да, влияет на позвоночник. И то есть можно вот так вот просто в режиме everyday ездить, и постепенно сплющивается твой позвоночник. И, то есть вот это вот тоже своего рода, да, нагрузка на позвоночник, нагрузка на бюджет отдельно взятого человека, которому его здоровье, допустим, важно. Да? То есть наши дороги губят наше здоровье. Конечно, да, и они лезут к нам в кошелек косвенным образом, потому что приходится потом периодически что-то либо профилактическое, либо восстановительное делать со своим позвоночником. Поворачиваем на Свердлова. Эта дорога у нас ремонтировалась в рамках БКД проекта. И вот сейчас вот как водитель, скажем так, своим опытным взглядом оцени, насколько это будет, скажем так, действительно удобно для водителей. Как пешеходы мы ее оценивали. И как она, как пешехода? Ну, более или менее, но мне не нравится лично как пешеходу то, что все улицы, где был ремонт, они в итоге остаются у нас грязными. То есть там после ремонта не убран песок остается, какие-то остатки каких-то стройматериалов. И видно, что дождь там... пойдет, все смоет, что ты переживаешь-то вообще? Ты какой-то капризный пешеход прямо. Там видно, что уже не один день там это все копилось, как бы, и, по-моему, даже дожди не особо помогают, начинается. Ну, трещины есть, и их уже заделали, вот эти вот швы, да, швы залатали, а здесь получается что? Ну, если уже как бы на свежей дороге появились трещины и их залатали, значит, это будет дальше. Что-то не очень приятное. И вот эти трещины, вот видишь, ну, как бы на камеру, наверное, будет непонятно по ощущениям, чуть-чуть потряхивает. В целом, конечно, водители Якутска – это не избалованная категория людей, и вот здесь вообще неровное выложено полотно, и вот здесь уже идет провал по колее, как будто бы. А вот меня беспокоит, куда будет вода стекать в итоге. Тут уклон же есть. В сторону Лермонтова. Она будет в сторону Лермонтова, да. Ну, ближе к Лермонтову она будет... Так, мы сейчас дальше куда? На Жарницкого, да, едем? В сторону Лермонтова она будет скапливаться по обочине. И это, конечно, тоже такой не самый приятный момент, потому что ты потом едешь и можешь обрызгать пешеходов, которые проходят мимо. То есть я, допустим, всегда стараюсь сделать так, чтобы проехать, чтобы не заезжать в лужу правым колесом, потому что потенциально всегда можно забрызгать людей. Ну это да, у нас всегда вот. И ты жмешься, соответственно, к центру, да, и то есть у тебя постоянно какое-то сконцентрированное внимание, да, то есть ты пытаешься следить и за тем парнем, и за дорогой, и за пешеходами, которые проходят мимо дороги, потому что у меня стресс, я один раз одного молодого человека давным-давно, где-то, я не помню, году в 2002 обрызгала, мне было так стыдно, это травма до сих пор. А тебя саму когда-нибудь забрызгивали? По-моему, да, мне кажется, хоть кого-нибудь когда-нибудь в жизни забрызгивали. Ну вот. Неизбежно так. Ну вот, видишь, какие вот они. То есть, в принципе, вроде как бы что, да? Ну, дыры явно нету, но вот косяки видны, да, и трещины, они так довольно грубо заделаны. Ну вот называется санация, ее вот этим специальным этим составом, не знаю, там, ямка, гудрона какой-то, чем-то замазывают. Угу. И это препятствует якобы проникновению туда влаги. Ну, может быть, и препятствует.
Может быть, и битумом. препятствует. Да. Вот Ну, здесь вот- смотри, здесь вообще прям сетка такая, да, кривая. То есть ты вообще и поперечные, и продольные трещины. Ну, я думаю, что весной, после зимней дороги, когда начнется уже смена температур, будет... Вот видишь, вот на этих люках всегда то же самое безобразие. Ну, мы уже проехали его. А я вот замечаю, что вот есть вот колейность, так называемая. Ну вот- Видишь, вот где колеса она. есть, Да, например, да. там лужи уже образовались. То есть там вмятины, по сути. Там вмятины, по сути, да. И вот такая наезженность получается. И когда, допустим, дорога в межсезонье, да, начинается наледь, то это тоже такая довольно Вот здесь неприятная какой-то штука. Куски асфальта валяются почему-то прямо на дороге. Вот откуда они. Вот непонятно. О, видишь, тоже скапливается лужа по бокам. Да, здесь прям вот. И все здесь пешеходы потенциально рискуют быть забрызганными, если водители будут прижиматься к краю дороги. Да? Ну вот она, да, колея прям видна. Ну, здесь у нас как раз вот целый переулок автозапчастей получается. Ну, вот видишь, тут, в принципе, вот есть эти ложбинки. Здесь, да, сделали отлопок такой небольшой. Ну, он уже песком частично тут забился, как у нас обычно бывает. Ты у нас человек такой общительный, ты, наверное, общалась с гостями столицы нашей. Они как вообще город наш оценивают? Ну, слушай, я все время поражаюсь, когда, допустим, вот берут интервью у каких-то гостей, да, наших, и спрашивают, как вам понравился Якутск? Причем с какой-то надеждой в голосе, да, что вдруг там что-то такое приятное скажут. Ну, честно говоря, все в шоке. Вот сейчас, например, вот после вот этих реконструкций и ремонтов, как? Ну, я Шок меньше стало? не общаюсь, я завтра буду как раз общаться с гостями. Да, и там, там посмотрим. Причем, когда гости приезжают, они же смотрят не только на качество дорог, да, это же все как бы комплексно охватывается, и поэтому, когда видят и качество дорог, и качество бордюров, и какие-то вот эти вот ямки, ну и вообще внешний вид, фасады домов и так далее, это все как-то общее впечатление производит. Это мы вот можем отвлечься и не смотреть вообще на эти деревяшки 17-го квартала, да, и смотреть отдельно только на дорогу, потому что у нас с тобой сейчас задача, да, смотреть на дорогу. Понимаешь, вот как бы вот видишь, Вот дырка? трещина. Да. И ощущается все. Но она ощущается, и причем я ее прям очень медленно на 20 километров в час проехала. Вот дырки. Ну, это такие, это прям можно сказать, вообще... Можно не считать. Можно не считать даже, да. Вот. Вот здесь, да. Так, ну вот здесь у нас... Ну, видишь, вон там все такими заплатками, трещинами, то есть вон уровень разный, даже как будто бы состав. Ну, меня всегда удивляло то, что вот у нас как-то делают, и потом на следующий год начинает все латать. Вот здесь колея очень ярко. Здесь ярко выражена, но она, это же давно уже, хотя как давно, на самом деле не так-то и давно. Я вот когда в Етыке работала, я же здесь постоянно ездила. Ну, Семена Данилова у нас, по-моему, не входила в КАТ, да? Нет, Это отдельно. это отдельно, да, мы просто вот так вот едем по ней. Чтобы доехать до Петра Алексеева. Да, и здесь видишь, это она сразу как-то плавно в песок переходит, и это тоже, мне кажется, такое неправильное соседство, разъедающее друг друга. Это да. Вот эти вот сращивания тоже такие неприятные. В общем, смотри, да, в целом, я говорю, якутский водитель, он такой непритязательный, да, ну, главное, чтобы таких откровенных ям не было, допустим, когда дождь пошел, лужи, и ты не видишь там, вот, может, там вообще выбоина такая основательная, и это, конечно, неприятно, потому что удар такой приличный можно по машине получить, да, и вот для стоек это, для позвоночника, опять же, это все не очень хорошо, потому что иногда вот прям бывает, аж чуть ли не содрогаешься всем телом, когда вот наезжаешь на такую яму. И что? Тут опять же психологически начинаешь думать, да, что вот это те дороги, которых ты заслуживаешь. Ну, если То есть это вот, знаешь, как бы, да, думать о том, что ходить в рванье, да, есть из посуды треснувшей, там, из поломанных каких-то чашек, вот, ну, как это, философия нищих. Ну, то есть да? получается, что вообще бы многих устроила бы и просто гравейка в городе, да? Я думаю, что, да, часть людей бы вообще не роптали.
Так, Вот, мы мы заехали. заехали, да. Алексеева. Вот здесь опять квадратиком так вот выделено. И пошли. Вот прямо отсюда начались залатанные участки. То есть вот так вот их, видимо, корректировали. Вот. Ну, это довольно протяженный участок дороги. Это довольно протяженный участок дороги, который я тоже, вот сколько лет я по нему ездила. Я с 2014 года, как устроилась в ВИТЭК, я вот постоянно Вот здесь лужи, ездила. лужи у нас. Ну, хорошо, вот здесь пешеходный переход, наверное. Ну, нету, да, вот он там с той стороны больше идет. Ну, вообще, блин, здесь трава выросла каким-то образом из-за того, что, видимо, бордюры все-таки установили и какие-то пешеходники. По левой Этого же стороне не вода было. копится почему-то как раз таки. Вот, видимо, уклон такой. А уклон такой, да. Уклон такой. Ну, всё. Ну нет, ну это ты же не помнишь, что ли, что здесь Да, здесь было? было еще хуже. Это же было мясо. И я помню, здесь висел плакат кандидата в депутаты, и он прямо вот на лужах этих стоял. Я думаю, такая прямо явная антиреклама. Ну вот на правой стороне более-менее, я смотрю, пешеходом ходить. Да, вообще, А вот здесь слушай. что-то уже, по-моему, забрызгивает все-таки. Здесь забрызгивает, ага. И причем прижаться некуда. Да. То есть ты Если ты идешь, то все. Тебя забрызгают. И перейти ты не можешь, что тоже. Ну вот это особенность планировки наших улиц, обустройства их. То есть, допустим, если человек впервые идет по этой улице и не знает, что такое уклон, да, и не знает, что лучше идти по правой стороне, И вот он на левую как раз и попадет. он, да, на левую попадет, и да, его забрызгает. А по-другому никак. В воде-то надо куда-то деваться. Так, ну в целом, как бы, если смотреть, дорога ровная, каких-то явных... Нет, таких явных колдобин нету, колея да. всё-таки не видно, Ну, есть, уже она наметилась, да. То есть через год, я думаю, будет. Ну, это же, видишь, она же от шипов формируется. От нагрузки, да, автомобиля. Нет, ну когда у нас же в городе же шипованную резину частенько ну, как бы на зиму И она переобувают, и все, и вот эти шипы, они постепенно стирает. стирают колею. Особенности климата. Ну вот здесь вот проблема, например, здесь вот почему нет вот здесь асфальта, здесь с правой стороны песок. Ну, не успели, наверное. Здесь вот. То есть ты шел по тротуару по правой стороне, раз, и уперся в песочек. Ну, не все сразу. Ну да, видимо. Нас, видимо, таким образом, скажем так, стараются не развращать, чтобы мы не привыкали к хорошему. Может быть, слушай, может быть в этом, да, глубокая философская идея, которую мы не можем оценить в силу своей. А вот кольцевую развязку как оценишь? Вот сделали новую здесь. Ну, в целом неплохо. Ну, вообще, конечно, она основательно разгружает, потому что то, что было раньше, это тоже прямо ад. Так, нам куда сейчас? На Петра Алексеева, да? Ну, развязка, мне кажется, она как автомобилистам полезна. Полезно, однозначно. Вот Пирогова постоянно застрявшая была, да, и вся Петра Алексеева, это прямо жесть. Ой, здесь какая-то гармошка получается. Да, тут гармошка, кстати, вообще. Вот она, причем проезжаешь, и вот с той стороны на встречке она особенно ощутимая, эта гармошка. Вот здесь очень много таких кочечек, таких незаметных, то есть они такие слегка выступающие, но выступающие. И когда ты на нее наезжаешь, тоже дискомфортно, потому что для машин ты наезжаешь одним колесом на нее. Ну да, вот тоже как-то почему-то такое ощущение, что трещины какие-то через каждые там 3 метра. Вон там, видишь, дырка тоже была. Так-то вроде бы ровная смотрится, но что-то тряска-то есть. Здесь вот прямо. Вот этот вообще такой корявый такой. То есть его хочется взять и прямо пятаком полностью нормально залить как-то адекватно, да, потому что он весь такой прям в заплатках. Получается, да, самый центр города у нас, и здесь самый такой перекресток. Вот здесь вот, кстати, очень такой нехороший тоже участок был. Вот сейчас мы проехали напротив главпочтамта переход. Нам куда, прямо ты хочешь поехать или на проспект, или куда? Да, можем здесь уже на площади остановиться. Ага. А вообще парковок хватает, как ты думаешь, в городе? Ну, не очень. Ну, посмотри-ка. Вот эта красота. Вот это прямо обожаемый участок.
Я просто считаю, что вот что бы не было запланировано с проспектом, да, но оставлять это на вот в таком виде вообще категорически неприемлемо. То есть вот можно, наверное, лучше лишние деньги, ну, потому что это лицо города. Ну да. То есть ты спрашиваешь про туристов, турист едет по главной улице города, да, может быть, там, проживая в гостинице в какой-то здесь, вот в этом околотке многочисленных, и что он видит-то? Ну, объяснять... Ты ему будешь объяснять, что вот у нас запланирован там 3-летний ремонт этой дороги. Вы знаете, как будет красиво? Ну, о чем это вообще? Ну, там коллектор же должны сначала поставить, канализационный, который вход проспекта. Ну, да, да. Только любому туристу видно, что вообще, в принципе, на этот участок забили давно и серьезно, да. Меня одно почему-то смущает, почему они работы на август поставили. То есть нельзя было как-то так все это спланировать, чтобы начать... Ну, может, как обычно, там же последовательность действий каких-то определенных, то же самое финансирование, подача документов и вся вот эта вот бюрократическая волокита занимает время. А как мы понимаем, очень много времени было потрачено на что? На выборы. Ну, вот, наш вот проспект – это жертва выборов. это вообще... Наш проспект просто жертва. Здесь же, видишь, еще вот уже пошло, да, сколько луж, а когда такой будет двухдневный дождь, тут вообще все опять зальется. Причем вот концентрация почему-то здесь низина, вот на этом пятаке. Здесь регулярно, да. Здесь все, сразу в море это все переходит. То есть люди там забрызгивают себе все, свечи, там, я не знаю, все. Кто-то же глох прямо в этой луже. Видишь, вот все полотно какое-то кривое, и идет какое-то скопление луж. Да. Как будто, вот, знаешь, карта такая географическая, сверху смотришь, тут такие озера какие-то, рельеф какой-то, да. Курашово в целом неплохо. Ну, есть какие-то моменты, опять же, да, тоже. Вот эти вот люки, они, конечно, тоже наше больное место. Хотя, может, и не наше, наверное, везде вообще, где есть люки. Вот, видишь, опять тоже лужа. Вон там, где автобусная остановка, тоже такая лужа. Но вообще неплохо. Ну, вот как бы считается, что здесь перекресток, да, делали. Было вообще отвратительно. Здесь такие дыры были. То есть ты поворачиваешь, и вот оттуда там поворот, стрелка была короче по времени, вот когда оттуда с Пояркова сюда на Курашово поворачивали. И при этом вот эти вот дыры некоторые машины аккуратно объезжают, из-за этого происходит затор, что успевает там максимум 3 машины проехать, хотя в целом можно было бы 5. Ну, то есть это задерживало движение? Конечно, это всегда задерживает движение. Люди же все равно стараются как-то аккуратно проехать, и все. Сейчас, слава богу, и стрелка подольше, и поводов для задержки. И поводов для задержки нет. Хотя эту дорогу делал у нас проблемный подрядчик, для которого это, собственно, первый опыт работы. СТК «Алас» называется. Первый опыт. Ну, потому что учредитель этого... Вот, смотри. Вот эти вот дырки, они здесь вот по всему, особенно с той стороны, с левой. И вот сейчас, вот видишь, по правой стороне тоже. И вот в этом месте. Ну, это еще предстоит, видимо, делать. Наверное. То есть в этом году, я так понимаю, они заложили, да, их? А они делали участок как раз в сторону вот, дома быта. Тот реконструировали. Этот еще под ремонтом не побывал. Ну, здесь тоже такая вся бомбежка прямо. Так, Петровского. А, это нам сюда тогда лучше. Уже водовозки эти откачивают, ездят. Рутина. Дождь, водовозки. Ну, хоть не поливают, не моют улицы. Дождь. Вот этот мост тоже такой весь залатанный, заделанный. Вот сейчас будем помедленнее ехать, чтобы было видно. Вот оно все такое, знаешь, волнистое, ребристое, 3 слоя асфальта видно. Вот это как торт такой, да, вот где слезло все. Вот эти вот участки, видишь, что они
Прямо и неприятные, и некрасивые. И вообще я не люблю вот этот участок, но очень часто по нему приходится ездить. Вот это вот, что здесь пролегает, видишь? Все такое. Ну, тогда такое ощущение бывает, что как будто кто-то с плугом каким-то ездит специально сюда. Ну, те же самые, кстати, Сахатранснефтегаз, да, когда вот они роют. Я недавно тоже проезжала, какой участок вчера буквально. Почему нету такого требования, чтобы вот сразу ты повредил асфальтовое покрытие, да? Вот прямо закончил работы и восстанови в прежний вид, ну, максимально, насколько это возможно. Я помню, на Петра Алексеева, там, это их дыра, она прямо всю жизнь стояла, и это было вообще отвратительно. Но потом как-то вроде стали требовать, и тем не менее, вот я говорю, вчера я отметила какой-то участок был, там явно что-то отведение труб каких-то было или чего. Ну, у нас это, по-моему, какая-то... Ну, контроля нет. То есть там какой-то, наверное, срок должен быть, в течение которого они должны устранить последствия своих работ. Получается, у нас нет комплексного подхода. У нас нет комплексного подхода, да. У нас несогласованность между специалистами, между ведомствами. Ну, это же очевидно. Сахас, опера, Соболет. Очень незапоминаемый. Петровского. Тоже у нас. Ну, было, да, было тоже страшно, было очень волнисто, то есть прям сильно волнисто было. Уже прям так лучше. Ну, тут даже провалы бывали, более-менее сейчас. И провалы, и волны, то есть вообще какая-то такая интересная была стиральная доска. Ну и зиму вроде они выдержали. Эта дорога вроде перезимовала даже. Ее, кстати, чинили, то есть ее сделали, потом не признали, потом ее заставили переделывать. Как раз таки вот этот перекресток. Ну, вроде бы переделали. Интересно, нам повезло, да, что дождь пошел. Сразу так все неровности стали очевиднее. Если бы мы ехали в сухую погоду. Я помню, когда я работала в Северном форуме, и был саммит губернаторов Северного форума в Якутске. Как раз были какие-то очередные дети Азии, 2004 год, по-моему. И ну, я в качестве переводчика была, и поэтому общалась со всеми, кто вот приезжал туда в качестве там спикеров. И был один ученый, специалист из Канады, и он говорил о том, что Алена, вы, наверное, просто ваши как бы власти там не знают, что есть технологии пригодные для климата с вечной мерзлотой. Мы давно применяем, начал рассказывать он мне. Я, говорит, могу рассказать, я могу вообще свести ваших специалистов с нашими для того, ну, для обмена опытом. В принципе, Северный форум, она же для того и была создана, да, это организация международная, неправительственная, для того, чтобы страны северные или северные регионы стран могли обмениваться опытом своим вот экономическим, культурным, вообще любым, да, в любых направлениях, и для того, чтобы налаживать и улучшать быт людей, живущих на севере. И я смотрю на него, я его слушаю, мне вот просто до слез. Я вообще стою, и вот уже тогда даже, вот, видишь, здесь кочечки, там что-то вот такое, видимо, исторические какие-то останки с домов или чего-то, строений какие-то. Ну вот это вот прям вообще неприятная дорога. Очень неприятно. И здесь где-то вот стоит этот радар на скорость. Если ты хочешь ее проскочить, вот эту дорогу побыстрее. Вот. По-моему, это как раз кочки ограничительные. Нет, ну есть же такая версия, да, что дороги не делают хорошими, чтобы вам не хотелось взять и разгоняться. Знаете, мы ради вас стараемся, ради вашего здоровья и жизни. И вот и этот ученый, он говорил, мы давно это применяем, то есть это определенный состав, Устойчивый к перепадам. устойчивый к перепадам, да, температуры, и вообще, то есть определенная технология. И сколько, получается, это лет назад уже было? Ну, это было 2004, 17 лет назад.
Причем это у них уже давным-давно. У них это уже давным-давно было разработано. С нами они, конечно, бы поделились, естественно, да. И то есть там вот человека слушаю, и действительно у него переживания по поводу того, какие страшные дороги, да. И там даже не то чтобы, ой, классно, можно заработать, да, на этих аборигенах. А именно он говорит, вы, наверное, просто не знаете. Я такая думаю, ну да, конечно, мы просто не знаем. Ну, будем считать так. Так, ну вот автодорожная у нас тоже здесь проходил ткань. Да. Сейчас мы с автодорожной... Не, ну это все равно, то что это одна из лучших дорог в городе. То есть это удачно, да? Это прямо... Ну там вот есть, конечно, вот все вот эти... Вся эта дорога, она поделена на вот эти вот поперечные косяки какие-то там. Все время какой-то выступ, какой-то такой естественный лежачий полицейский. Ну вот здесь зато по правую сторону есть пешеходная зона, уже более-менее такая ровная, уже хорошо. Говорил, что, по-моему, могут забрызгать опять же. Ну, слушай, я там, честно говоря, пешеходов так-то особо и не видела. Вот здесь, Велосипедисты там бывают. Вот здесь вот я никогда по правой стороне не проезжаю, вот здесь только по левой. Кстати, как относишься к велосипедистам? Не мешает? Нет, мне не мешают. Мне не мешают. Я даже сама, кстати говоря, хотела в этом году пересесть на велосипед. Но зашла, вот видишь, вот такая, Опа! О, светофор не работает. Подписалась, меня пригласили в группу велосипедистов Якутска. Ну, там не только Якутска, вообще из Якутии. Вот здесь такой опять ямка. И вот так вот будет на протяжении всей дороги. И они говорят, Ален, ну на самом деле объективно это не очень прикольная идея. То есть особенно вам, как человеку, который постоянно был за рулем, вы прям так вот немножко прозреете. И вот здесь вот это вообще неприятно. Сейчас опять будет. Вот еще что, да. То есть вот если вдруг ты впервые в Якутске, и не знаешь, где какая кочка, потому что я-то вот это вот все наизусть знаю, да? То это такое пренеприятнейшее такое... И неожиданно. И неожиданное все, да. Сейчас будем на Красильника поворачивать. А сколько ты улиц вот, по памяти знаешь, где приготовиться к какому-то препятствию, какой-то ямке, кочке? Это, много. Весь свой маршрут, который я... Я не езжу в определенных районах, они мне не по пути и вообще там не бывают, да. Но вот эти вот участки, Покровский тракт, я постоянно езжу до кольца. Видишь, вот они все. Так, это мы на Красильниково, да? Да, это вот тот участок, который ремонтировали. Ну, я тебе хочу сказать, что так себе. Что-то как-то, да, потряхивает. Не, было страшнее, конечно. То есть всегда надо делать, я говорю, ну то, что было, это вообще жуть. Вот видишь, она вся тоже опять залатанная. Вся, прям сетка такая. Это чем нужно покрыть, чтобы вот он сразу весь треснул? Вот, может, что-то не докладывали в этот состав асфальта. Ну, явно. Угу. Не донесли, не доложили. Ну вот у нас вся жизнь, по-моему, строится по сравнению с чем-то ужасным. Было что-то ужасное, ну это же получше. Да, зато не война, понимаешь? Мне кажется, мы в таком режиме постоянно таком живем. Ну, что-то меняется, конечно. То есть, если вообще сравнивать с 98-м, 99-м годом, так там вообще мрак. Взять там ту же улицу Хабарова, вот мы говорим колея, да, а там прям вот такая была колея, и причем, однополосная же, двухполосная, то есть дорога, и это вообще что-то с чем-то. Кстати, к пешеходам отношение. Пешеходов вообще никогда не пропускали. Сейчас стало лучше. Да ты что, это вообще небо и земля. То есть, действительно, клиент всегда прав, и пешеход всегда прав. Я думаю, это вот такие уже железные правила стали для водителей в том числе. Даже если кто-то из водителей напрягается и нервничает, он, тем не менее, все равно находится в зависимости от этого правила, он понимает. Ну и вердикт какой? Красильниково стало действительно лучше по сравнению с тем, что было. По сравнению с тем, что было, лучше. Но в целом... Хочется
Еще. Ну вот да, я все время думаю, ну как бы не слишком ли у меня высокая планка требований, да? Ну вот опять же, вот я смотрю на тротуарную часть, опять грязь, песок. Грязь, песок, да, и это все в принципе вывозится и опять же также разбивает асфальт. То есть когда выезжают машины, они же регулярно, ну то есть люди здесь живут, они из этих дворов выезжают. Но сейчас пойдет волна. Опа. Вот эти вот волнистости, да. Это мы еще едем по левой полосе, да, вот как бы поехали по правой. Тут, ну, там было раньше побольше, конечно. Вот здесь тоже будет Ну, такое. там, получается, Угу. я автобус. Ну, она очень глубокая такая, видишь? Мгм. Такое прям озерцо. И здесь вот Угу. образовалась лужа. Вот здесь могут кого-то... Нет, ну вот а почему, допустим, вот нельзя было уровень поднять? Вот мне вот это непонятно. А может, она просела со временем? Уже вот успела просесть. Ну, кстати, да, судя по бордюру, так, видимо, и произошло. Но я, знаешь, не удивлюсь, если просто по рельефу делали. Не, ну там же предусматривается, что когда делают дорогу, они уровень задавать должны как-то, что Ну, как бы должны, но я, честно говоря, не помню, чтобы там особо сильно люди заморачивались по поводу уровня. То есть уровень – это же, ну, какое-то приспособление, вот, которое этот уровень отмеряет, да. Ну, честно говоря, ну, ладно, я дилетант, мне на слово в этом вопросе, конечно. Вот здесь, да. Вот если ты вот это вот не рассчитал, то все. Хотя здесь залатали. Почему прошли тот участок, я не могу понять. Я вот тоже не понимаю иногда. То есть вот что-то за избирательность такая, типа, ну вон тут ничего, нормально, по нему можно еще ездить, да? Да, здесь вот Лермонтов у нас... Вон, посмотри, вот тоже Да, оставили. вмятина. Что оставили, непонятно. И вот это вот, да, прямо вот такие. Может быть, им дают ограниченное количество асфальта? Вот, я тоже начинала анализировать и думаю, как, да, то есть, или, допустим, кто-то халатно отнесся к своим обязанностям оценивать участок, и они не учли, и потом такие, упс, не хватило, да? Типа, ну ладно, мы сейчас квадратик этот вырежем, потом выбьем бабки на асфальт и что-то сделаем. Вот этот снимаем участок. Вот сейчас здесь ямка, вон там дырка, мы ее будем объезжать. Опа. Все равно чувствуется. Вон там тоже оставили. Ну, я так понимаю, подготовили, наверное, из-за погоды остановились. Видимо, действительно, что-то не учли в самом начале. Но вот это Лермонтов, вот этот участок, он вообще самый неприятный, потому что везде какие-то неожиданные дырки, ямки, и ты их можешь вот в луже действительно не увидеть. Вон. И это они самые такие косячные места вырезали. Вот она была, да. Ты понимаешь, вот это вот что за ралли, да, такие вот с препятствиями. Вон там, как машины ездят, объезжают. Ямочный ремонт, так называемый. Вот оно все в заплатках. Ну вот этот зачем-то оставили. И вот в такую ямку опасно заезжать, потому что там может быть дырка. Так там может еще какая-нибудь арматура и натолчит. Нет, на таких дорогах, в принципе, арматуры не торчат. Но вот в каких-то прилегающих участках там вообще этой арматуры куча. Здесь вообще, по-моему, какой-то... И вот тебе надо вот как-то вот так вот рассчитать, как тебе вот так вот колесами ехать, чтобы вот в эти... Между колесах оставались. Да, чтобы тебя ни там не зацепило. В общем, это квест такой. Езда с препятствиями. И надо помнить, прокладывать в голове маршрут, как тебе лучше ехать, чтобы вот не застрять на таких улицах. Причем как бы, это вот мы сейчас едем с тобой без 15,2, а ближе в час пик из-за таких вот участков начинается затор. Потому что люди начинают, они не могут объехать так, как мы сейчас объехали, да, потому что у нас свободная дорога была. И все, эти полосы, которые едут по той половине, они застревают. Ну, Лермонтова тоже всегда была такая волнистая. Ну, вот здесь яму одну заделали, и вот здесь была тоже такая яма. Углубление прямо. То есть вот так вот едешь и уж прям проваливаешься. И всегда на таких участках, знаешь, такие следы людей, не рассчитавших скорости, которые неслись, они поцарапали дном.
Да. Ну, тут прям вся в бороздах. Мгм. Ну, такая неприятная, да. Вот ты вот едешь и прям понимаешь, что ты находишься в Мухосранске. И вот, Приметы такие. и вот как бы, да, и такое вот сразу какое-то упадническое настроение. Тоска. Прикинь, мне машина говорит, пора отдохнуть, вам у вас время за рулем превысило час и показывает мне чашку кофе. А вы говорите китайский автопром, это вообще просто супер. Нет, уже, а вон она чашечка горит. Да. Умная машина. Ой, она вообще умная, умнее, чем я.